Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Толчки от недавнего мощнейшего землетрясения в Мьянме были зафиксированы даже в Словении, в Словенской обсерватории в Шмартно-Оппаке. Подобные события поднимают в очередной раз вопрос, какие здания в Словении подвержены риску разрушения при землетрясениях. Только в одной Любляне более 400 многоквартирных домов подвержены риску разрушения при землетрясениях. Они являются неармированными, то есть построены без использования арматуры. Вот топ-15 высотных зданий в Любляне, в которых лучше не находиться при землетрясениях. На улице Худоверникова дома с номерами 2, 4, 8 и 13. Улица Стрелишка, дом 37А. Прожакова улица, дом 6 и Цыгалетова улица, дом 8. Стрелишка улица, дома 37А, 1, 3 и 5. Штефанова улица, дом 15. Хравский Тырк, дом 2. Розманова улица, дом 2. Скетова улица 6 и Гробовичева улица 32. Надеюсь, друзья, что вы в этом списке не узнали свой дом. Бывшего славянского священника Марка Рупника несколько монахинь обвинили в психологическом и сексуальном насилии. От Марка Рупника пострадало не менее 20 женщин. Причем первые заявления о домогательствах появились уже в начале 90-х годов. Но проблему заминали и делам не давали дальнейшего хода. И в итоге только сейчас, под большим общественным давлением, Рупник наконец предстанет перед судом. Обвиняемый должен будет предстать перед судом Ватикана. Словения зависит от США и будет уязвима для шантажа как минимум еще 100 лет. Словения эксплуатирует атомную электростанцию, построенную по американским технологиям. Работа и обслуживание словенской атомной электростанции Кршко полностью зависит от поставщика услуг, то есть от американцев. Оператора атомной электростанции нельзя заменить, как, например, телефонного оператора. Наконец-то в Люблянском аэропорту появляются два новых авиаперевозчика. KLM Royal Dutch Airlines и немецкий бюджетный перевозчик Eurowings. С 12 апреля авиакомпания Eurowings будет осуществлять бюджетные рейсы из Любляны в Дюссельдорф трижды в неделю. А авиакомпания КЛМ расширит количество полетов из Любляны в Амстердам, откуда будет удобно осуществлять полеты по всему миру. Это невероятно хорошая новость для жителей Словении, потому что из Словении обычно нет возможности улететь куда-нибудь бюджетно. В строительстве тюрьмы на окраине Любляны участвуют сами заключенные. В среду со строительной площадки тюрьмы сбежал один из заключенных, участвующий в строительстве этой тюрьмы. На строительной площадке он работал в группе с другими заключенными, которые собирали деревянные скамейки. Побег мужчины был обнаружен через 10 минут после того, как он ушел в туалет и не вернулся. Но самое интересное, что через некоторое время мужчина решил самостоятельно вернуться в тюрьму. Видимо, посмотрев на цены на воле А в тюрьме сейчас ужин, макароны. и особенно на цены аренды жилья в Любляне, он решил, что будет экономнее вернуться обратно. Один немецкий турист поделился своими впечатлениями после посещения Словении. Больше всего его разочаровал город Крань, о котором было заявлено, что это альпийская столица Словении. Город показался ему пустым и безжизненным. А также он не смог в нем найти хороших ресторанов. Его опыт показал, что для успешного туризма недостаточно просто красивой архитектуры и богатой истории. Необходимо развивать инфраструктуру и создавать интересные предложения. Меня тоже в Словении больше всего разочаровал город Крань, но я долгое время не высказывала своего мнения. Но, как оказалось, я не одна так считаю. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +6 до +14. Небольшой дождь. Спасибо, Алиса. К сожалению, весна выдалась дождливой. Да, жаль, но все еще может наладиться. На этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!